Здравствуйте. Вечерний эфир ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Аделина Зарифова. О самых резонансных происшествиях дня в ближайшие 10 минут. Не успокоился даже после приезда полиции. Сегодня мы расскажем о буйном воришке, который устроил дебош в продуктовом магазине. Там и нож, и бутылки, и осколки, и вот эти стекла. Чем закончилась эта история? И вот 4 полицейских держали на полу. Они не могли с ним справиться. Покажем драку вагона вожатых и выясним, есть ли связь между ней и отключением света в 2 районах Казани. И узнаем, почему не работали светофоры в Приволжском районе столицы Татарстана. Все это и не только прямо сейчас. Был пойман за кражу и устроил дебош в супермаркете. На улице Бондаренко в Казани мужчина набрал пакет продуктов и пытался пройти мимо кассы. Однако бдительные сотрудники сделать этого ему не дали. Его задержали, но мужчина вместо того, чтобы раскаяться, схватился за нож, напугал покупателя и разгромил магазин. Ой, мы там уже не поняли, кто чем. Там и нож, и бутылки, и осколки, и вот эти стекла. Эта женщина поздним вечером пошла в магазин за продуктами. Услышала шум и поняла, что кого-то задержали за кражу. Оказалось, мужчина набрал в пакет продукты и пытался пройти мимо кассы. Сотрудники поймали его и отвели в подсобные помещения. В какой-то момент оттуда послышались крики. Он же своровал продукты, дверь закрыли, чтобы полицию ждали. Он сразу разворачивается и с ножом. Вот он ее хотел убить. Вот. Он и не пьяный был. Вел он себя сразу неадекватно. Он сначала, главное, вроде спокойный такой. И тут же он бежит, разбивает бутылки, на всех махает. На место уже были вызваны сотрудники ГБР, полиции и Росгвардии. Однако за считанные минуты внутри магазина мужчина успел разгромить витрины, бутылкой разбить голову сотрудницы и напасть еще на нескольких человек. Так и не знаешь, куда бежать. Он бежит вот так вот с этой бутылкой, вот так смотрит, а на кого он набросится, мы не знаем. Как дверь-то закрыта была. Представляете, а здесь что могут сделать? Вот мальчишки все молоденькие, и мы с ней вдвоем. Кровь, разбитые бутылки, все были напуганы. Оказалось, что дебошир сам порезался осколками, но продолжал нападать на сотрудников. В этот момент в помещении был мужчина, который ремонтировал полы. От беды всех спас именно он, говорит женщина. Вот если бы вот этот парнишка пришел сюда полы делать и должен был домой уходить. Если бы не он, всех перерезал бы и все. Я попрощалась с жизнью, я думала, все. Потому что с ним нереально было справиться. Вот здесь вот его 4 полицейских держали на полу. Они не могли с ним справиться. Вышел 5-й мужчина, такой здоровый. Уже на ногу ему наступил, он немножко утихомирился. Даже после приезда силовиков мужчина не успокаивался. На него надели наручники, посадили в патрульный автомобиль и доставили в отдел полиции. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Задержанному 27 лет. По данной статье дебоширу грозит административный арест. Сирина Васильева, Нафиса Минязова, Диляра Хабибуллина, Анвар Шарифуллин. Вызов 112. Теперь перейдем к дорожной хронике. «Шкода» протаранила ограждение на улице Чистопольская в Казани. Как рассказал водитель иномарки, он не справился с управлением из-за гололеда. В результате его занесло. Все произошло недалеко от пешеходного перехода. Повезло, что людей в тот момент здесь не было. Иномарка была сильно разбита и покинуть место ДТП смогла только на эвакуаторе. Сейчас водителю, помимо восстановления своего автомобиля, придется заплатить за порчу городского имущества. 32-летний водитель пострадал при столкновении 2 иномарок в Казани. Перекресток Бондаренко и Чуйкова не поделили БМВ и Kia. Как установили автоинспекторы, водитель Kia решил развернуться и не уступил дорогу немецкой иномарке, которая ехала по встречной полосе. Очевидцы сказали, что слышно было в домах, даже в квартирах в этих соседних. Грохот услышали жители ближайших домов. Удар был достаточно сильным, говорят свидетели. Поэтому они сразу побежали к участникам ДТП, чтобы узнать о их состоянии. На боли жаловался водитель Kia. Скоро осматривают, да, там он кровь имеет. 32-летнего мужчину госпитализировали. Водитель БМВ не пострадал. У него сработали подушки безопасности. Мужчина рассказал, что в аварии виноват пострадавший. Вот я по Чайкову ехал на зеленый свет, спокойно.
Ну, прямо перед носом развернулся, все. Ильдар Юсупов предположил, что водитель корейской иномарки, вероятнее всего, пытался успеть проскочить. Узнать его мнение не удалось. После удара обе иномарки развернуло, и они отлетели на пешеходный переход. БМВ затем протаранил дорожное ограждение и столб. Повезло, что на зебре в этот момент людей не было, иначе последствия могли бы быть трагичными. Автомобили разбросало по всей проезжей части. Они создали затор. Водителя ждет детальный разбор в ГАИ. Предполагаемому виновнику предстоит покрыть расходы на восстановление автомобилей и городского имущества. Нафиса Минязова, Данил Филатов, вызов 112. В Казани пешехода госпитализировали после наезда на улице Фучика. 85-летняя бабушка попала под колеса автобуса. Установленный водитель общественного транспорта начал движение. Не заметил пенсионерку и сбил ее. Пострадавшие ампутировали правую ногу. После операции она находится в реанимации. В Казани сегодня произошло аварийное отключение на ТЭЦ-1. Это привело к временному прекращению электроснабжения части потребителей Приволжского и Вахитовского районов. В это время было приостановлено движение некоторых маршрутов трамваев. Из-за неработающих светофоров на нескольких перекрестках города образовались дорожные заторы. Случайное совпадение по времени двух событий стало причиной искаженной информации в интернете. Недалеко от центрального железнодорожного вокзала Казани произошла драка двух вагоновожатых 5-го трамвайного маршрута. Ее засняли пассажиры. Что стало причиной конфликта? Рабочие отношения или личная неприязнь, неизвестно. По свидетельству очевидцев, тот, кто проиграл в поединке, заявил: больше никуда не поедет. И в этот момент якобы трамваи встали. На самом деле произошедшее в то время авария на электрических сетях привела к кратковременной остановке электротранспорта. Однако некоторые телеграм-каналы успели сообщить, что трамваи встали из-за кулачного боя. Метроэлектротранс принес извинения и сообщил о планах проведения внепланового инструктажа по правилам перевозки и культуре обслуживания пассажиров. 450 тысяч рублей перевел мошенникам нижнекамский пенсионер. Он доверился аферистам, которые представились сотрудниками энергосбыта. Ему обещали начислить льготы, но вместо них оформили кредит. Мне позвонили с Мосэнерго и сказали, что я нахожусь на пенсии, и мне предлагается льгота по электроэнергии. Такое предложение заинтриговало 63-летнего пенсионера. Ему сказали, чтобы записаться на прием, нужно продиктовать код из СМС. Услышав это, он будто в эйфории согласился. Но вместо денег на счет ему стали поступать сообщения о том, что на него пытаются оформить кредит. Мужчина испугался, но тут же успокоился, когда ему позвонил уже другой человек и предложил помощь. На телефон, что у меня там деньги начали, микрозайм, сниматься. Мне позвонил сотрудник ФСБ и сказал, что вас пытаются на вас оформить кредит, микрозаймы там везде, 3-4 микрозаймов. Для этого я вас соединяю с сотрудником Центрального банка, службы безопасности. Мужчине сказали, что он может попасть на уловку мошенников. И чтобы опередить аферистов, ему порекомендовали оформить кредит и перечислить деньги на так называемый безопасный счет. Пенсионер взял в банке 450 тысяч рублей и, сам того не понимая, перевел их киберпреступникам. Только потом понял, что попался в сети. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Злоумышленников сейчас устанавливают. Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.